Стратегические партнеры и союзники. Сегодня двусторонние отношения Кыргызстана и России вышли на качественно новый уровень. По итогам прошедшей в марте межрегиональной кыргызско-российской конференции между кыргызскими и российскими компаниями были подписаны контракты на 6 миллиардов долларов. Поговорить о развитии кыргызско-российских отношений мы сегодня намерены с чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации в Кыргызской Республике Николаем Удовиченко. Здравствуйте, Николай Николаевич. Безусловно, в развитии и в укреплении кыргызско-российских отношений, любых двусторонних отношений, всегда большую роль играют и внешнеполитические ведомства, Министерство иностранных дел, как Кыргызстана, так и России. И в этом году Министерству иностранных дел нашей республики уже исполняется 75 лет, юбилей. Давайте начнем с этого. Прежде всего, что бы вы хотели пожелать своим кыргызским коллегам? Добрый день, здравствуйте. Действительно, памятная дата. Я хотел бы поздравить руководство, всех сотрудников Министерства иностранных дел Кыргызской Республики с этой знаменательной датой, 75-летием образования дипломатической службы. Современный Кыргызстан проводит активную внешнюю политику, участвует в большинстве международных организаций, объединениях. И прошедшие в этом году мероприятия, наверное, самые крупные за всю историю Кыргызстана, они убедительно свидетельствуют о том, что дипломатическая служба Кыргызской Республики вышла на уровень, который полностью соответствует всем современным критериям, требованиям. И я уверен, что дальнейшая плодотворная деятельность она будет способствовать развитию межгосударственных отношений, в том числе углублению, расширению нашего стратегического сотрудничества, взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ, ШОС. И, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить весь коллектив Министерства иностранных дел с этим событием, пожелать дальнейших дипломатических побед, счастья, здоровья всем, кто работает на дипломатическом поприще. А что касается российско-кыргызстанских отношений, то этот год был достаточно насыщенным на двусторонние мероприятия. Помимо регионального форума, межрегионального форума, о котором вы сказали, был государственный визит президента Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин приезжал также для участия во встрече на высшем уровне в рамках Шанхайской организации сотрудничества. И мы ожидаем, что в конце ноября состоится встреча на высшем уровне в рамках Организации договора о коллективной безопасности, где он также примет участие. Это действительно крупное событие и очень важная роль организации, которая занимается обеспечением коллективной безопасности на всем нашем пространстве. Следующий год у нас также будет очень примечательным. Объявлен перекрестный год. Кстати говоря, уже в конце этого месяца приедет координатор из России, небезызвестный Михаил Швыдкой, который обсудит с киргизской стороной конкретные мероприятия этого плана. Я рассчитываю, что программа будет богатой, и наше активное сотрудничество продолжится в этом плане. На что, может быть, отдельно бы обратил внимание, это смещение, или точнее говоря, усиление акцентов в нашем сотрудничестве. Мы больше внимания стали обращать на экономическое взаимодействие. Посмотрите, даже состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и России. И на ней очень подробно обсуждались именно вопросы экономики, вопросы сопряжения наших подходов к развитию крупных кооперационных, интеграционных проектов. И я считаю это очень важно, потому что так или иначе жизнь нас выводит на необходимость практических действий в этом направлении. Мы слышим, что
находим отзвук востребованности таких подходов в обществе, в том числе и в Кыргызстане, конечно же. Люди хотят, чтобы больше вводилось новых предприятий, чтобы активнее работали связи, чтобы повышалась занятость. И руководство наших стран слышит эти обращения и, естественно, все больше и больше внимания уделяет этим вопросам. Так что я даже не хочу говорить о конкретных показателях, объемах товарооборота, потому что все это носит такой иногда условный характер, а больше о том, что действительно позволяет нам двигаться в этом плане вперед. И на тех конкретных примерах, которые уже сам посмотрел, вот недавно ездил в Талас, посмотрел готовящуюся разработку месторождения Джаруй, скажем. После этого посетил вместе с коллегами дипломатического конкурса ткацкую фабрику, например, в Токмаке, которая, кстати говоря, при запуске использовала средства Российско-Киргизского фонда развития. Посмотрел, как работает программа Всемирной продовольственной программы, которая финансируется по Кыргызстану за счет российской стороны, о том, как организовано детское питание по линии этой программы в школах. А это, как вот мы договаривались, что это не просто миска супа, да. Это именно привитие культуры питания, это закупка нового оборудования кухонного, подготовка преподавателей и обучение детей вот тем навыкам, которые необходимы по жизни. Я встречался с руководителями других предприятий, и такой, знаете, немаловажный сейчас вот кусок этой работы – это вот именно стимулирование наших хозяйственных связей, в том числе по линии регионов, потому что тот самый нераскрытый еще полностью пласт – это, конечно же, прямые связи, кооперационные, в том числе связи по линии регионов России и Кыргызстана. Ну, у нас просто не секрет, что каждый регион это фактически размером с Кыргызстан будет, очень много наработок производственных, так что есть над чем трудиться. Мы сейчас активно работаем и с министерств, по линии Министерства иностранных дел, и по линии экономических ведомств, конечно же. Так что рассчитываем на то, что будет дополнительная динамика в этом направлении. Ну а по культурным связям, конечно, это у нас традиционно сильная сторона, так же, как и вопросы образования, которые надо тоже поддерживать, развивать, содействовать. Так что есть над чем работать сегодня, и стараемся это сделать. Кстати говоря, посольство у нас вот сейчас усиливает свою информационную составляющую. Мы активизировались в плане работы и в Фейсбуке, и вот даже вот очень важно, открыли социальные сети, да. Да, даже вот открыл свою страничку в Инстаграме, вот, где буду высказывать собственное видение наших двусторонних отношений, конкретных событий, которые касаются России и Кыргызстана. Поэтому приглашаю, что называется. Вы верно отметили, что действительно от активности, от заинтересованности руководства двух стран зависит успешное развитие двусторонних отношений. Вы также сказали, что есть еще нераскрытый пласт, да, то есть вот наш потенциал, об этом говорил, кстати, президент Сооронбай Жээнбеков тогда в марте на межрегиональной конференции, что у нас еще огромный нереализованный потенциал вот именно для осуществления, реализации каких-то вот двусторонних проектов. И все же вот в связи с этим, какими вы видите вот перспективы двустороннего сотрудничества в дальнейшем между Кыргызстаном и Россией? С моей точки зрения, конечно, только оптимистично смотрю на эти вещи, потому что и сам занимаюсь, и живу сейчас этими проблемами, этими задачами. Поэтому однозначно настроен на то, чтобы вовлекать больше российских предприятий в кооперационное сотрудничество. Плюс, конечно же, использование тех механизмов, в том числе финансовых, которые сегодня есть. Мы встречались неоднократно с руководством Российско-Киргизского фонда развития, смотрели, какие проекты можно было бы реализовывать по стимулированию среднего, малого бизнеса, в том числе проектов с нуля, что очень важно, поддержки молодежных проектов.
Мы разговаривали на эту тему и с руководством Евразийского банка развития. Ведем работу и с конкретными предприятиями. Это что касается предметной такой деятельности. Но помимо этого, естественно, и по линии министерств и ведомств проводится соответствующая работа. Встречаются наши представители, мой заместитель с киргизской стороны, директор департамента, который проводит сверку тех решений, которые были приняты как раз в марте этого года. И исключительно с той целью, чтобы посмотреть, что нам до сих пор пока не удалось сделать, и что надо сделать, где можно было бы усилить наши усилия, соответственно. Вот. Что касается, кстати говоря, деятельности СМИ, то я вот хотел бы и социальных сетей, хотел бы сказать и поддержать, может быть, работу вообще журналистов, потому что они, за исключением редких случаев, все-таки высвечивают те проблемы, на которых надо обратить особое внимание. То есть это своего рода обратная такая реакция, на которую, может быть, на какие-то вещи, может быть, сам внимания не обратишь, а это как подсказка. Я со своей стороны всегда воспринимаю эти замечания или, может быть, даже критику именно с такой точки зрения, что где-то мы вот не дорабатываем, поэтому надо прилагать дополнительные силы, усилия, чтобы двинуться в этом направлении. Так что я воспринимаю СМИ как зеркало, что ли, тех потребностей, которые существуют в обществе. Ну, это очень хорошо, что вы так воспринимаете. Вот. Ну и равно, конечно, обязательно это вот надо работать и дальше продвигать, конечно, систему образования, потому что от того, какими будут наши дети, внуки, зависит будущее наших стран, конечно. Вот. Я очень рассчитываю на то, что в 2020 году будет открыт филиал МГУ в Аше. Да. Я как бы инициирую и другие вопросы, не буду пока раскрывать, но тем не менее планов много, так что будем добиваться их реализации. Да, на самом деле сегодня идет активное межвузовское сотрудничество, да, и посредством Россотрудничества очень многие студенты поступают в высшую школу экономики, и, безусловно, конечно, это вот все благодаря усилиям посольства Российской Федерации. Николай Николаевич, большое спасибо, мы благодарим вас за интервью, за то, что согласились ответить на наши вопросы, поговорить о кыргызско-российских взаимоотношениях, ну и, конечно же, поздравить своих коллег из внешнеполитического ведомства с их юбилеем. Спасибо. Спасибо вам. До свидания.